Конфликт между союзниками по НАТО Турции и Франции переходит в новую фазу. Вслед за отзывом посла из Анкары Париж потребовал от Евросоюза принять санкции против турок, а французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» выпустил обидный шарж на Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер такое оскорбление терпеть не стал и подал в суд. Ранее Эрдоган уже призывал к бойкоту французских товаров, а хозяину Елисейского дворца Эммануэлю Макрону Эрдоган посоветовал лечиться от психических расстройств. Это противостояние разворачивается на фоне поддержки, которую французы оказывают Греции. В давнем территориальном споре с Турцией Париж открыто обвиняет Анкару в нарушении международных обязательств и контрабанде оружия, что, естественно, еще больше накаляет обстановку в регионе. И вот к нам сейчас присоединяется Владимир Кобяков. Вместе мы пытаемся разобраться в происходящем. Володь, тут, похоже, вот наложилось все. Тут и личные амбиции, и геополитики, и религиозный контекст. И это уже не просто ссора двух президентов, а это раскол среди союзников в НАТО. К чему все это может привести? Ну да, номинальные союзники по НАТО, но табачок у них врозь, потому что в багаже у Макрона и Эрдогана расхождения практически по всему периметру, и по сирийской политике, и в Ливии, и в Карабахе, и в Средиземном море. Макрон даже взял на себя роль такого фронтмена, лидера Евросоюза по защите Греции от Турции. И этот конфликт уже третий месяц грозит перерасти в горячую фазу. Ну и так, в чем суть спора Афин и Анкары? Обозначим схематично Средиземноморье, точнее такое Эгейское море. Тут, смотрите, берега Турции, там берега Греции. Так вот, большинство островов по Лозаннскому договору еще после Первой мировой войны отошли Греции. Там есть острова и побольше, и совсем крохотные. И вот в 1982 году Греция присоединилась к Конвенции ООН по морскому праву, и теперь свою территорию, экономическую исключительную зону, считает от своих даже крохотных островов и рассчитывает в радиусе 200 миль. То есть это шельф и морское пространство, где страна может вести свою хозяйственную деятельность, ловить рыбу, бурить дно, добывать газ. Это ее собственность. Так вот, Турция всю эту конвенцию ООН не подписала, и получилось, что из-за большого количества греческих островов в распоряжении турков осталась очень узкая полоска вдоль своего берега. Там нет ни газа, ни стратегического простора для своего военного флота. И Турция считает, что нет, так быть не может, это нечестно. 200 миль своей зоны надо отсчитывать от основного континента, а не от мелких островов. И вот затем делить все это пространство пополам. Отсюда и выгода Турции найти уже новые месторождения на шельфе. Греция же заявляет: ну стоп, это же нарушение суверенитета и конвенции ООН. Но Анкара считает такой шаг справедливым и запускает, как она считает, в свои воды геолого-разведывательное судно с поддержкой военного флота и периодически устраивает даже там военные учения. В итоге в этом конфликте на сторону Греции по политической, дипломатической и военной линии становится Франция. Париж в помощь для Греции запускает в районы свои корабли, объявляет о новых поставках оружия Греции для усиления флота и армии. Это, конечно, раздражает Эрдогана. И вот во всей этой ситуации посредником в урегулировании в случае необходимости уже предложила выступить Россия. Вот об этом заявил Сергей Лавров во время своего визита в Афины в начале недели. Но вопрос, согласятся ли? Да, Володь, ну вот это еще по поводу конфликта Макрона и Эрдогана. Кстати, можно вспомнить их противостояние в Ливии. Вот, кстати, в вопросе войны в Карабахе президент Франции делал жесткие заявления в адрес именно президента Турции. Ну да, таких точек много. Если вот брать тройку ОБСЕ по Карабаху, то Россия и США старалась на паритетной основе вести переговоры и с Ереваном, и с Баку. А вот Макрон сразу определил главного виновника в этой истории, Эрдогана. Ну вот давайте вспомним. Смотрите, как фактическая карта региона выглядела ровно месяц назад. Зеленой территория Азербайджана, желтый оттенок Армения. Так вот, красным мигает это административные границы Нагорного Карабаха еще с советских времен. А вот красно-полосатым это территории, которые с 90-х контролируются именно армянскими силами. Бои начинались, смотрите, вот в этих точках. И тогда многие вспомнили о мирном плане ОБСЕ. Смотрите, он был разработан 10 лет назад, а то и больше, Россией, Францией, США для мирного урегулирования. И вот по нему 7 районов вокруг Карабаха должны были вернуться под контроль Баку. Степанакерту дать особый статус и провести там референдум. Плюс транспортный коридор в Армению должен быть доступен армянской стороне из Карабаха. И возможен был даже ввод миротворцев. Сейчас же возвращаемся к фактической карте, что в течение месяца, которая идет война, расклад на земле сильно поменялся. Смотрите, Азербайджан заявляет о взятии южных регионов. Вот они мигают светло-зеленым. Эрдоган призывает не останавливаться. Ну и фактически теперь предлагает России забыть и о Макроне, как посредники, и о Соединенных Штатах. И в Турции предлагают вдвоем с Москвой приступить к обсуждению урегулирования, исходя вот из этих уже
изменившихся обстоятельств. То есть, по сути, вот в вопросе этого региона Эрдоган не хочет, чтобы Макрон и Франция тоже участвовали в переговорах. И мы спросили российских тюркологов, экспертов по Турции, а почему возникла ось вот этого сильного напряжения Франция-Турция практически по всему миру? Распространение влияния на территории бывшего османского пространства, это распространение влияния на пространстве так называемого тюркского мира, и это распространение влияния в исламском мире. Иными словами, Турция пытается быть лидером во всех этих трех мирах. По конфликту по Карабаху, в Карабахе внимательно отслеживая турецкую повестку дня, я понял и вижу, что турки всегда видят в России какое-то ключевое звено в решении этого конфликта и ищут прямого диалога с ней. Турция хочет быть одним из председателей этого переговорного процесса. И, возможно, даже единственным совместно с Россией, то есть чтобы не было ни США, ни Франции, но были Турция и Россия. Турция не боится этой конфликтности, не боится бросать вызов системе международных отношений, потому что у нее есть два таких базовых синдрома. Это синдром имперскости, стремление к распространению, и синдром ущемленности. Макрон, нужно лечиться, то есть психологические проблемы. То есть, такие довольно-таки жесткие заявления. Хотя до этого Макрон также делал заявление, он говорил, что у нас нет проблемы с Турцией, у нас есть проблемы с Эрдоганом. Это тоже очень сильно задело, конечно, турецкого президента. Макрон сегодня стремится к тому, чтобы аккумулировать вокруг себя все европейские государства. Он позиционирует себя после ухода Великобритании как ключевого лидера Европы, за которым следует идти. Однако на самом деле вот эта перепалка по линии Эрдоган-Макрон не только увеличивает конфронтацию между Востоком и Западом, но она и провоцирует два важных конфликта. Первый конфликт – это конфликт национализмов, и второй конфликт – это конфликт консерватизмов. Получается, что вот действительно в этом конфликте Макрон-Эрдоган, Франция-Турция есть и личные амбиции, и обоюдная неприязнь, и, конечно, геополитические факторы. И теперь вот отношения в этой паре, видимо, придется учитывать и остальным крупным игрокам внешнеполитическим, но в том числе учитывать это и в Кремле, видимо. Да, Володь, спасибо. Спасибо. Владимир Кобяков продолжает следить за стремительно разрастающимся конфликтом между Турцией и Францией.